Шамшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 9-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Безша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безша и Алашара во всех социальных сетях и на каналах YouTube. Подписывайтесь на группы Абаза Безша и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся с двумя скороговорками на родном языке. Абазала юхюстан уахча велосфярак хердервашт. Буду дублировать время от времени то, что я говорю на русском, чтобы мы с вами учились. Итак, выучим небольшое правило по грамматике. Грамматика читк хердервашт. Разберем один диалог. Айчажараги ялахвашт. Итак, приступим. Сегодня у нас по плану скороговорки. Скороговорка на абазинском языке аласфяра. Скороговорки аласфяра-ква. Аласфяра-ква. Да? Смотрите, какие звуки нас здесь интересуют. Звук х и звук к. Да? Звук х, чтобы нам было легче с вами запомнить, у нас здесь есть слово подсказка трава. Трава на абазинском языке хра. То есть как нам легко запомнить звук х? Х, хра. Да? И сразу обратим внимание, как пишется этот звук. Х, палочка в. Х, хра. Х, хра. Еще интересный звук. Звук к. Звук к пишется как к в. Слово подсказка у нас здесь крыша, то есть к. Смотрите, у нас есть два звука интересных. Х, хра, да, трава на абазинском хра. И звук к мы запоминаем с помощью слова к. К, крыша. Так, а теперь давайте все записывать это в комментариях. Все, кто не пишет в тетрадках, пишем в комментариях. Вот, молодцы, вижу, что начали писать, очень рада это видеть. Смотрите, пишите. Аласфяраква, хра, к. Вот, я должна увидеть по 3 слова от каждого человека, который сейчас в прямом присутствует на занятиях. Пишите. Итак, вот первая у нас скороговорка на сегодня. Давайте прочитаем сначала все вместе. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы, асрыж. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы, асрыж. Вот, видите, прочитали. Теперь давайте запишем эту скороговорку. Пишите в комментариях шве, а комментарии корпны и та жве. Шумашам. Давайте не ленимся и пишем. Шумашавата шве, а комментарии корпны и та жве. Кто пишет в тетрадке, те могут писать в тетрадке. Итак, читаю еще раз. Сара-сыж, щемтадза, садзы, асрыж. Давайте теперь разберем эту скороговорку. Смотрите, эта скороговорка, она тренирует сразу два звука. Да? Во-первых, звук ж, звук ж. Ж, в пишется, да? Смотрите, у нас для звука ж есть подсказка.
подсказка. Вот, корова, видите, какая она приятная, чтобы нам с вами было легче запомнить. Корова на абазинском языке ж. Ж. То есть пишется этот звук как ж в. Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы, асрыж. Угу. Молодцы. Швеш, ашавата, а комментарий корпней тажве. Угу. Значит, эта скороговорка тренирует два звука. Первый звук – звук «ж», второй звук – звук «дз». Да, встречается звук «дз» в слове «щемтадза» и в слове «дз». Значит, как нам запомнить букву «дз»? С помощью слова «дзн», осень. Да? Значит, «дз», «дзн», осень. Теперь, когда мы где-то захотим написать слово, где есть этот звук, да, мы сразу с вами подумаем, как же писался этот звук. И вспомним «дз», «дзн». Ага, это значит что? «д», «з». Вместе пишите две буквы «д», «з», и получается у нас звук «дз». Сарасыж, сарасыж, щемтадза, садзы, асрыж. Смотрите, есть еще какой звук здесь? Звук «т». На звук «т» у нас есть тоже подсказка. «Т» – сова, да? «Т». «Т» палочка пишется. И слово подсказка «сова», который на абазинском «т». Молодцы. Теперь у нас следующая скороговорка. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Угу. Так, теперь пишем швешем ашавата, а комментарии корпные и шизбуш шваята живе. Пата – это имя. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Значит, какие звуки мы тренируем в этой скороговорке? В первую очередь звук «п», во вторую очередь звук «т». И еще немножко здесь используется звук «г». Да? Смотрите, звук. Сначала вспомним, какое у нас есть слово-подсказка для звука «т». А вы пока пишите в комментариях. Смотрите, «т». «Т» – палочка, да, «т» – сова, а звук «т» пишется как «т» – палочка. Мы видим сову и сразу вспоминаем звук «т». Угу, молодцы, молодцы, пишите. Так, еще какая у нас есть подсказка? Какой интересный звук мы здесь видим? Звук «г» в последнем слове, да? «Г», «в». Ага, мы это уже встречали не раз на наших занятиях. Подсказка у нас слово «сердце». «Г» пишется как «г», «в». Угу, молодцы, пишите. И еще у нас есть слово-подсказка для звука «п». «П», да? Звук «п» пишется как «п» палочка. А слово-подсказка у нас «прп» – клюква. «Прп» – ягода, да? Клюква. «Прп». «Прп». Угу. Давайте вот я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Молодцы, молодцы. Пата-пата, пата-пай, тцит аурамла дамгуарпай. Угу, молодцы, пишите. Теперь смотрите, на звук «т» у нас какое есть слово-подсказка? Это слово «сова» «т», и пишется этот звук как «т» палочка. На звук «г» у нас подсказка «г» сердце, пишется как «гв». На звук «п» у нас подсказка слова «прп», «прп». Пишется как «п» палочка, переводится как «клюква». Угу. Молодцы, отлично. Прекрасно поработали. Теперь у нас пришло время грамматики.
На сегодняшнем занятии мы с вами разберем вопросы «дзачия», «дызда». «Уахча» якшава апхера сахатапна, «вазцарак ялахвашт». «Дзачия», «дызда». «Дзачия», «дызда». Значит, переводятся эти оба вопроса как «кто?». Итак, спрашивают о человеке, независимо от половой принадлежности, чтобы узнать имя или отношение к нему. Значит, если мы хотим узнать имя человека, да, или как кто-то относится к этому человеку, мы спрашиваем «дзачия», «дызда». И прежде чем мы перейдем к примерам, обратим внимание на интересный очень звук «ч» в первом слове, да? «Дзачия». Как нам легче запомнить этот звук? С помощью слова «ча», да? Теперь, когда мы захотим написать где-то звук «ч», вот хотим мы написать звук «ч», а как он пишется, мы забыли. Мы вспоминаем «ч», «ча». То есть сразу вспоминаем эту картинку и видим, что «ч» палочка «в». Да? Очень легко и просто получается. «Ч» палочка «в» это «ча». «Ч», «ча». Молодцы. Так, «дзачия», «дызда» это вопрос «кто?». Теперь разберем примеры. Ари дзачия. Вот можно задать такой вопрос. Мурат Якуб. Кто это? Это Мурат. Ари дзачия. Мурат Якуб. Какие здесь интересные звуки мы встречаем? Во-первых, звук «ч». Да? Звук «ч» пишется как «ч», палочка «в». То есть, как в слове «ча», «ч», «ча». Дальше мы встречаем звук «о», «якуб». Подсказка у нас слово «комж», «комж». Национальная абазинская мужская одежда, да? И еще у нас есть слово-подсказка для звука «п». Это слово «прп», то есть клюква. Итак, ари дзачия. Шумашавата, а комментарии порпны таживе. Я хожевела. А экрана пны ижбова шабгу, а комментарии по апне и таживе я хожевела шумашам. Ари дзачия. Мурат Якуб. Слово подсказка, да, на звук «ч». Слово подсказка «ча», на звук «к». Слово подсказка «комж», на звук «п». Слово подсказка «пр», то есть клюква. Следующий пример. Дзачия баща, саща Мурат Якуб. Дзачия баща, саща Мурат Якуб. Давайте запишем. Дзачия баща, саща Мурат Якуб. Кто из них твой брат? Мой брат Мурат. И здесь мы снова встречаем звук «ч», снова встречаем звук «о» и снова встречаем звук «п». Давайте еще раз повторим, как они записываются и какие у нас есть подсказки для того, чтобы легче их запомнить. В первую очередь «ча», «ч», «ча» пишется как «ч», палочка «в». Потом слово «комж», «комж». Для того, чтобы запомнить звук «о», «о», «комж» пишется как «к», палочка «в». Дальше «прп». Да, для того, чтобы запомнить букву «п». Переводится как «клюква». «Прп», «клюква». Молодцы. Теперь разберем еще два вопроса, два вопросительных слова. Значит, смотрите, «ямания» в отношении мужчины, это к мужчине обращается,
Ямагния. Либо, если мы хотим спросить о женщине, елмагния, елмагния. Так спрашивают, чтобы узнать профессию или должность, либо отношение говорящего к третьему лицу. Да? Давайте повторим еще раз. Ямагния в отношении мужчины, елмагния в отношении женщины. И так спрашивают, чтобы узнать профессию или отношение говорящего к третьему лицу. Прежде чем мы с вами перейдем к примерам, давайте обратим внимание на звук «г». Да, звук «г» пишется как палочка, мы видим. Давайте теперь подумаем, какое есть слово, подсказка, которое мы не раз встречали на наших занятиях, для того, чтобы легче запомнить букву «г». Значит, «г», какое слово нам помогает легче запомнить эту букву? Давайте я немножко подожду, а вы запишите в комментариях и посмотрим, помните ли вы это слово. Итак, «г». Видите, какое? «Гапн», да, весна. Как легко запомнить букву «г». «Г», «гапн». И пишется как «г» палочка. Теперь мы с вами перейдем к примерам. Мурат Ямагния. Мурат инженер. Кто такой Мурат? Мурат инженер. Молодцы. Мурат Ямагния. Мурат инженер. Кто такой Мурат? Мурат инженер. Молодцы, молодцы. Теперь смотрите. В слове «ямагния» мы встречаем вновь звук «г», который пишется как «г» палочка, да? И мы уже знаем, что у нас есть специальное слово для того, чтобы запомнить этот звук. «Г», «апн». И мы сразу вспоминаем «г» палочка, да? Мурат инженер. Здесь какой интересный звук? Звук «п». А звук «п» мы знаем, мы запоминаем с помощью слова «прп». Как переводится слово «прп»? Кто помнит? Слово «прп» переводится как «клюква». Итак, следующий пример. Щаща елмагния. Щаща са сахща. Кто такая щаща? Щаща? Молодцы, все помнят. Угу. Щаща моя сестра. Щаща елмагния. Щаща са сахща. Кто такая щаща? Щаща моя сестра. Итак, обратите внимание, в слове елмагния снова мы встречаем звук «г». Да, обратите внимание, пишется как «г»-палочка, а в слове «цахща» мы встречаем снова звук «п», который пишется как «п»-палочка. Щаща елмагния. Щаща сад цахща. Кто такая щаща? Щаща моя сестра. Давайте запишем эти два предложения в комментариях. Пишите, не стесняйтесь, не ленитесь. Шумащан, шве. Кстати говоря, об имени Щаща я только недавно как-то сопоставила и еще прочитала где-то. Оказывается, вроде так, как-то непривычное имя такое, а оказывается, означает оно кровь от крови. Вот любимая дочка, да, вот такое имя для любимого ребенка. Кровь от крови, то есть, Щаща. Видите, как, такое прямо традиционное абазинское имя. Очень интересно мне было, когда я вот узнала эту информацию. Теперь мы с вами перейдем к диалогам. Диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Смотрите, здесь мы встречаем сразу три интересных звука. В первую очередь звук «ч», пишется как «чв», да? Потом звук «ж», который пишется как «жв», и звук «к», который пишется как «кв».
Молодцы, пишите, пишите. Давайте теперь с вами попробуем вспомнить, какой есть звук, какое есть слово, можете сами предложить, для того, чтобы легче запомнить звук Ч. Видите, звук Ч – это Ч, В. Какое слово нам могло бы послужить как слово-подсказка для того, чтобы запомнить этот звук? Звук Ч. Какое вы знаете слово, которое начинается на Ч? Угу. Очень хорошо. Угу. Угу. Отлично. Угу. Чарта, чамла. Очень хорошие примеры. Смотрите. Угу. Ча. Да, отлично. Значит, чамла. Да, например, вот возьмем этот пример. Чамла. Очень легко сразу становится запомнить такой звук, когда он связан с каким-то примером. Что насчет звука Ж? Ж, В. Да, давайте пишите в комментариях, как, на ваш взгляд, какое слово могло бы послужить словом подсказкой. Какие вы знаете слова на букву Ж? Ж. Ж. Угу. Самое первое, что приходит в голову, Ж, корова, да? И мне она тоже пришла в голову. Видите, какая милая корова. И на абазинском корова Ж. Что касается звука К, как вы думаете, какие слова мы могли бы использовать для того, чтобы запомнить этот звук? Звук К. Звук К пишется как К, В. Угу. Ква, правильно, да, очень хорошо, легко запомнить сразу. Угу, молодцы. Еще какие можно было бы предположить слова-подсказки для этого звука? Угу. Молодцы, молодцы. Видите, сколько вы всего знаете. Мне вот пришло в голову крыша. Тоже, видите, крыша. Угу, молодцы, молодцы. Теперь давайте перейдем к диалогам, конкретно к самим. Я буду сейчас читать, вы можете подождать, послушать, а второй, третий раз мы будем читать. Прям повторяйте за мной. Ари ачкон ехез марат, да база бызша щардай дырит, а база урыш адыге англиз. Угу. Ари ачкон ехез марат, да база бызша щардай дырит, а база урыш адыге англиз. Этого юношу зовут Марат, он абазин. Знает много языков: абазинский, русский, черкесский, английский. Угу. Так, значит, смотрите, немножко сейчас обратим внимание на те звуки, которые нас интересуют, да, просто чтобы чтобы максимально плодотворно мы как-то поработали с этим диалогом. В слове ач он звук о, помните, он же, к палочка в. В слове ехез звук х. Это, я думаю, легкий звук, да, х мягкий знак. Потом марат, п, как пр, да, пр, клюква, п, палочка. Потом да база, опять п, пр, п, палочка. Без ша, помните, шарах, пишется как шв. Потом опять идырит. Для буквы Т у нас есть слово-подсказка Т, сова, да, Т, палочка. Потом урыш, ш. Звук ш это
как ш, шарах, шв пишется. Адыгя, но звук г это несложный звук, г мягкий знак. Англез, л тоже, как в русском, л мягкий знак. Теперь давайте с вами еще раз, я буду читать, а вы читайте, старайтесь читать вместе со мной. Повторяйте и даже не переживайте, не задумывайтесь о том, правильно вы читаете, неправильно вы читаете. На данном этапе надо просто начать читать, хоть как угодно, потому что с практикой вам придет и правильное прочтение и мастерство. Итак, поехали. Ари ачкон. Ехез марат. Дабазаб. Бызша шарда идырит. Абаза урыш адыгя англез. Давайте еще раз попробуем. Ари ачкон. Ехез марат. Дабаза. Бызша шарда идырит. Абаза урыш адыгя англез. Молодцы! Видите, как отлично поработали. Теперь давайте перейдем к следующему диалогу. Сейчас я вам его прочитаю. Мурат дабазаб, арапагуа дауаб, трыкшта дбзазат, ауи трыкбызжабзитай дырит. Теперь давайте, знаете, что с вами сделаем? Все выделенные звуки по порядку мы с вами попробуем вспомнить, какие слова вы знаете, которые начинаются с выделенных звуков. Итак, первое. Мурат дабаза. П. Звук П. Кто что помнит? Какие слова вы знаете на звук П? П. Палочка. Да? Как пишется звук П? П. Палочка. Давайте думайте. Вспоминайте, какое слово сегодня мы на сегодняшнем занятии выучили, которое помогает нам запомнить звук П. Мурат дабаза. П. Рп. Правильно. Как переводится слово рп? Тоже можно ипата, пелюан. Пелюан пишется без П. Пелюан. Молодцы. Отлично. Теперь перейдем дальше. Смотрите. Арапагуа дауаб. В слове дауаб опять звук П. Мы не будем к этому возвращаться. А теперь давайте разберем звуки в слове арапагуа. Первый звук К. Как вы думаете? Не как вы думаете, а давайте вспомните и напишите, какие слова вы знаете на звук К. Звук К пишется как К, твердый знак. К, каз. Молодцы. Каз, да. К, каз. К, карапагуа. Звук К пишется как К, твердый знак. Каплян есть такое имя. К, каз. К, карапагуа. Краль. Отлично. Молодцы. Что насчет звука Г? Звук Г пишется как Г, В. Давайте я посмотрю, повспоминайте, какие слова вы знаете на звук Г. Гургера. Г, сердце. Гуауа. Молодцы. Гуац. Вот, вообще отлично. Гор. Гуагощ. Гуагощ вообще 2 раза даже Г. Гуагощ. Молодцы. Г, да. Молодцы. Арапагуа дауаб. Теперь давайте дальше будем двигаться. Трыкшта дбзазат. В слове трыкшта
Звук К. Какие слова мы сейчас с вами сможем вспомнить на звук К? Звук К. Звук К пишется как К, В, да? К, В это и есть звук К. Ква, дождь. Угу, молодцы. Кто еще вспомнит? Ква, дождь. Трокшта бзазат. То есть перевод: он жил в Турции. Трокшта бзазат. Квайча. Угу, черный, да. Квайча. Угу, крыша. Молодцы. Звук К мы сейчас разбираем, да? Звук К пишется как К, В. Что насчет звука Ш? Звук Ш пишется как Ш, В. Звук Ш пишется как Ш, В. Угу. Угу, молодцы. Да, Коджма на звук Ку, отлично, да, тоже. Шер, шарах, шара. Молодцы. Шарацра, да, отлично. Угу, шарах еще раз. Значит, звук Ш пишется шоки. О, супер. Звук Ш, еще раз повторим, пишется как Ш, В, да, шара. Отлично, молодцы. Теперь смотрите, трокштадбзазат. Звук Т давайте вспомним. Сколько слов мы сможем вспомнить, которые пишутся на звук Т, которые начинаются со звука Т, да? И напомним еще, что звук Т это Т и палочка. Тата, да, прекрасное слово. Тата, тата. Угу. Т, сова, да. Татара, тоже хорошее слово. Угу, Т, правильно, молодцы. Тата, татара, тама. Да, прекрасно, тама, абрикос. Угу. Звук Т пишется как Т, палочка, да? Угу. Молодцы. Теперь двигаемся дальше, да? Ауи трукбызша бзита yiдрит. Но здесь мы уже все прошли, да? Ауи трукбызша бзита yiдрит. Значит, в слове трук звук К. Звук Ку как Ква, дождь, как К, крыша, да? Вы это сами предлагали все эти варианты, отличные варианты. Теперь просто повторим. БЗШ, звук Ш, как в слове шарах, как в слове Ш. Бзитой дырит. Как тата, как татара, тама. Видите, как хорошо. Теперь давайте я прочитаю этот диалог, а вы будете со мной повторять. Кто не умеет читать на родном языке, просто повторяйте за мной и сопоставляйте то, что я говорю, с тем, что написано. Если есть возможность у вас читать вслух, читайте вслух. Не стесняйтесь, потому что очень важно практиковаться. Давайте будем практиковаться и не будем бояться ошибаться, потому что только тот, кто ничего не делает, не ошибается, правильно? Поехали. Мурат дабазаб, Карапага дауаб, Тракшта дбзазат, ауи тракбазша бзита yiдрит. Угу. Молодцы. Итак, еще у нас остался один диаложик тут маленький. Давайте и его прочитаем. Давайте читайте прям сразу вместе со мной. Я вижу, что вы прекрасно владеете своим родным языком. Есть какие-то недочеты у каждого, но это все мелочи, и мы с вами их быстренько подтянем. Брайан, Америка, Дауап. Ауи, Абаза Базыша, Ердерит. Брайан американец, он изучает абазинский язык. Брайан, Америка, Дауап. Ауи, Абаза Базыша, Ердерит. Давайте еще раз прочитаем.
Брайан, Америка, Дауап. Ауи, Абазабызша, Ердерит. Брайан американец. Он изучает абазинский язык. Угу. Молодцы. Давайте теперь попробуем переписать этот диалог в комментариях. Прям запишем, потренируемся. Давайте потренируемся. Мы сейчас плодотворно очень с вами работаем. Давайте напоследок на сегодняшнем занятии еще закрепим наши с вами знания с помощью письма. Брайан, Америка, Дауап. Ауи, Абазабызша, Ердерит. Здесь все эти звуки мы с вами уже... эти звуки мы с вами уже знаем. Звук П, как в слове ПР, то есть клюква, да? Звук Ш, как в слове шарах. Молодцы, пишите, пишите. Очень вы меня радуете, когда пишете. Пишите в комментариях, чтобы я видела. Угу. Ауи, Абазабызша, Ердерит. Звук Ш, как в слове шарах. Мы знаем, что пишется как шева. Ердерит. Звук Т, как в слове Т, сова, пишется как Т, палочка, да? Давайте запишем. Пишите в комментариях. Брайан, Америка, Дауап. Ауи, Абазабызша, Ердерит. Угу. Очень хорошо, молодцы. Брайан, Америка, Дауап. Ауи, Абазабызша, Ердерит. Молодцы. Отлично. Отлично поработали. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами выучили две скороговорки. Выучили немножко небольшое правило по грамматике. Грамматика читк хардерд. Потренировали диалог, да, попрактиковали диалог, прочитали его, выучили. То есть хорошо поработали. Итак, вы все молодцы. Я рада, что вы были такие активные сегодня. Хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абазабызша и Алашара во всех социальных сетях и, конечно, на канале YouTube Алашара и Абазабызша. Подписывайтесь на группу Абазабызша и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. И на этом я с вами прощаюсь. Аллах тусырасхат, абзира пашамаст.